Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет всем, я рад видеть вас всех на моем канале. Кто подписался, кто не подписался и кому нравится контент, обязательно подписываемся, проставляем лайки. Ссылка на Инстаграм будет в описании под видео. Сегодня мы посмотрим, есть различия между Казахстаном и Россией. Я так понял, девушка жила и там, и она сейчас нам расскажет и скажет свое мнение. Давайте посмотрим и послушаем. Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о разнице между Россией и Казахстаном. Я родилась в Казахстане и прожила в России 5 лет. Сейчас до сих пор я учусь в России, поэтому мне есть что рассказать. Хочется немного Это интересно затронуть тему разницы между проживанием в России и проживанием в Казахстане. Первое, о чем хотелось бы рассказать, это то, что в России можно везде платить картой. То есть, куда бы вы ни пошли, в каком бы кафе вы не были, вы везде можете оплатить картой. Либо же телефоном. В России везде есть Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay. То есть, не составит труда оплатить вам телефоном, где бы то ни было. Даже в таких вот киосках есть оплата картой. Насколько я знаю, в Казахстане только вот с 2018 года ввели оплату именно Apple Pay. Я не видела, чтобы можно было платить Google Pay или Samsung Pay, действительно этого нет. И в больших городах тоже можно везде платить картой, почти везде. В киосках нет, мне кажется, я вот не замечала. Но я конкретно сейчас буду говорить именно о том, где я проживаю, и о том, где я проживаю в России. То есть в Казахстане и в России. Я еще бываю в более большом городе в Казахстане. Конкретно мы сейчас берем Талдыкурган в Казахстане и Томск в России. Я еще могу брать Алмату в Казахстане, потому что я бываю там часто. За то, что она сказала за карточки, я думаю, это, не столь важно, да, наверное, разница. Или для меня как-то разницы нет. Хотя лично я сам расплачиваюсь постоянно телефоном. У нас в Украине это куда бы ты ни пошел, можешь ты приложить телефон, расплатиться телефоном без проблем. И Apple Pay, и Google Pay, оно все поддерживает вроде, не знаю. Я думал, что везде так, оказывается, нет. Второе. В России очень холодно. В городах Казахстана, простите, пожалуйста, у нас делают трубы в другой части дома. И поэтому будет немножко шумно. Я постараюсь убирать такие моменты и надеюсь, это не помешает мне рассказывать. Вот, в России очень холодно. Вот именно в Томске, где я живу, учусь, там прям минус 35, минус 40. И там зима по полгода. В Казахстане, именно юго-восток, очень тепло. Вот я сейчас на каникулах в Казахстане, и это вообще не сравнится с Россией. Конечно, есть города в Казахстане, как Семипалатинск, Усть-Каменогорск, которые ближе к северу, получается, и там тоже холодно. Кокшетау тоже относится, и другие города. Так, еще третье, что хочется добавить, это то, что в Казахстане у нас можно позвонить там, как-то принято такое, знаете, меня многие поймут, наверное, то, что можно позвонить другу, как это называют в Казахстане, братан, там, ты сломался, ты можешь позвонить, сказать, вот я сломался, там где-нибудь за 150 километров приедь, пожалуйста, спаси меня, или ты там не можешь доехать откуда-то, позвонил там своему родственнику, другу, он тебя забрал. В России так не принято, в России там как-то многие скажут, зачем звонить кому-то, кого-то там тревожить, когда ты можешь вызвать такси и сам доехать. Вот такая некая разница. Конечно, не везде так, но в большинстве случаев многие россияне не понимают, как так, зачем звонить, кого-то тревожить, отрывать от дел, когда ты можешь сам доехать, сам решить свою проблему, позвонить в какие-то службы, которые спасут тебя, чем там звонить своим родственникам, друзьям.
Ну, также это принято не только в Казахстане, еще и там в Узбекистане, Кыргызстане, в таких вот городах, ой, в таких странах. Буду нажимать на паузу и говорить, как в Украине. У нас тоже обычно, если ты там где-то сломался, стал, и у тебя нет, например, денег или у тебя какие-то проблемы, конечно, можешь позвонить своему другу, если у тебя есть такие друзья. И без проблем люди приедут, помогут тебе. Даже могут и не какие-то там друзья, а просто знакомые знакомых приехать и помочь тебе с проблемой. У нас есть такое. Так, гостеприимство. То есть Казахстан намного гостеприимнее, чем Россия. Не буду говорить обо всех россиянах и обо всех казахстанцах, но таковое есть, и как-то если ты едешь в Россию, то там, скорее всего, на недолго ты останешься у родственников, ну, либо там многие снимают лучше квартиру или там, не знаю, отель, гостиницу, хостел и тому подобное. А в Казахстане ты можешь приехать на месяц к родственникам, жить у них там, и, возможно, там ты им надоешь, но тебе никто не скажет и никогда не выгонит. Или ты пришел, тебя обязательно напоят чаем, накормят всем, и если тебе говорят, да попьем чаю, это значит, что тебе накроют чай, поставят на стол все абсолютно, что есть в доме, и еда, и мясо, и все, в общем. Скажу, ну, у нас тоже гости, как можно сказать, если кто-то приезжает с дальних, там, например, у нас в Дебальцево есть родственники живут. Когда они приезжают, они, ну, если насколько они хотят, насколько они остаются. У нас нет такого проблемы, что там уезжайте, потому что надоели. Гость, наверное, сам понимает, что он уже долго находится или как-то надоедает, или что-то уже не такие какие-то интересы, общения, и уезжает. Также, конечно, когда придет кто-то, ну, чаем напоит, стол накроет, это, наверное, ну, так же само. Ну, конечно, за гостеприимство, что могут принять чужого человека, у нас такого нет, я сразу скажу. Так, еще заметила такой момент, это пятый уже момент, то, что в Казахстане не принято отдавать пустые тарелки. Я не знаю, у всех так или нет. Если, допустим, ты взял у кого-то тарелку или там кастрюлю, не важно, какую-то посуду, то ты, когда обратно отдаешь, ты должен отдать с чем-то, то есть положить конфеты, шоколад, хоть что угодно, но главное, чтобы тарелка, блюдо там было не пустое. В России как-то с этим попроще. И вообще говорят, типа, это очень круто, то, что там тебе вернули твою посуду, ты этому будь благодарен. А там, чтобы еще что-то положить туда, ну, может быть, кто-то так делает, но это реже, чем у нас. В России Сразу скажу, что у нас такая традиция есть, если ты что-то, кто-то тебе что-то дал, например, там, угостил чем-то и дал какую-то посуду, то пустую не возвращает. Ложат обязательно что-то, тоже какой-то гостиниц по-любому положат, потому что, ну, не знаю, так принято, почему так, я не углублялся в эту историю. В России, ну, именно вот в Томске сухая зима. Там редко, когда дождь или тает снег, чтобы вот ты шел и вот как вот осенью или весной все под ногами булькает, тает, и там все твои сапоги в воде. Нет, такого нету, в основном зима, она холодная и сухая. В этом есть плюс, то, что ты там никогда не будешь в мокрых сапогах, но вот такие моменты есть. Не буду говорить за всю стипендию, но стипендия в Казахстане, она обычная стипендия, даже она больше, чем в России. Вот, например, в Казахстане мой брат получал обычную стипендию в 25 тысяч тенге, а в России обычная стипендия моя 1800 рублей. Это даже не до 10 тысяч тенге, это 1007, наверное, тенге. Понимаете, обычная стипендия брат 25 и моя 7.
А я учусь в медицинском университете. Он учится в частном университете. И тоже я на бюджете, он тоже, вернее, учился. И вот, я спрашивала как бы у других ребят, у них то же самое. Поэтому, где-то там больше чуть-чуть, где-то меньше, но все равно вот такая вот разница. Но оплата за обучение в России дешевле намного. Если не брать какие-то очень крутые частные вузы, и я говорю про государственные. Государственные здесь, вот медицинские у нас в Алмате, извините меня, я не знаю, сколько сейчас, но примерно семестр лечебного факультета, 2 семестра будем брать, год, или даже семестр, я не помню точно, но 1 миллион с чем-то тенге, 1 миллион с чем-то, понимаете? А в России лечебный факультет где-то 600 тысяч тенге. Вот такая разница. Обучение, конечно, кто-то большая говорит, что в разница. России лучше, кто-то говорит, что в Казахстане лучше, я не буду на себя брать эту ответственность, но разница в деньгах есть. Я не знаю, насколько это как бы разница, но вообще, может быть, кто-то не знал, я вот узнала недавно, как бы, вернее, для себя это так выделила то, что казахстанские фильмы ты не посмотришь в России, ты даже не узнаешь, что они вышли. Вот ты сидишь такой и думаешь, что... вот эти фильмы, наверное, везде показывают, которые в России ты смотришь. Приезжаешь в Казахстан, тут просто море фильмов, которые ты не видел в России, а ты приехал через 2 дня в Казахстан. И много казахстанских фильмов уже в Казахстане. В России их не показывают. То есть российские фильмы показывают по всему миру. Не буду брать весь мир, но в Казахстане точно показывают российские фильмы. Казахстанских фильмов в России нет. Ты захочешь посмотреть, вот ты такая из Казахстана приехала в Россию, захотела посмотреть там Келинку Сабину, не знаю, Брат или брак, или еще какие-нибудь там Кудалары и тому подобное. Нет, ты не посмотришь. Ты будешь ждать, пока это выйдет в интернете, и в интернете уже посмотришь, действительно. Мгм. Так. В Казахстане у нас как-то, вот я не знаю почему, есть такое среди молодежи, когда выходит какая-нибудь модная одежда, вот джинсовки были модными, не знаю, летом, позапрошлым, кажется, с надписью какой-то сзади, либо просто джинсовки больше тебя размером. И все в Казахстане, просто весь мой город, вся Алмата, просто каждая вторая идет в этой джинсовке длинной. И все вот в одинаковых. Они немножко разные, там чуть надпись другая, там другой цвет, но все в них. В России такого нету. В России как-то у каждого свой стиль, и если это модно, то там как-то они разные, что ли. Может быть, Казахстан Стильно, модно, молодежно. или Казахстан просто очень быстро моду понимает, и все просто в них. Но в России как-то вот нет. Там все ходят в чем-то попроще или Или в чем попало. там не так обращают внимание. У Я нас же шучу, в конечно, Казахстан ребят. приедешь, и все вот так на тебя смотрят, оценивают, так вот смотрят на тебя. Мгм. В России как-то проще. В Томске, не знаю. И последнее, что я выделила, У нас что сейчас в России, нажму именно в Томске, на паузу, скажу. Что сказать, типа, за моду какую-то, например, если что-то в тренде сейчас, конечно, много кого можно увидеть, там, например, в джинсовых, да, как она сказала, в джинсовые длинные. Но чтоб именно много так ходило, нету. Тоже как-то все по-разному одеваются, выделяются. Нету такого, что, например, купил я свитер и иду и вижу в каждого такой свитер. У нас такого я не наблюдал. автобусы одни и те же. То есть это вот старые автобусы, которые были у нас когда-то в Казахстане. Все одинаковые старые автобусы ездят. У нас уже вот в Казахстане новые автобусы запускают, да, длинные, короткие. Я не знаю названий, точно вам не скажу, но вот, как-то у нас поновее они, что ли, и разного. Да, я видел у вас автобусы А в России все хорошие. одни автобусы такие вот старые.
У нас тоже старые Ну, автобусы. так, может быть, что-то еще вспомню, дополню. Надеюсь, было интересно узнать вообще, что и как. Может быть, вы что-то знаете еще. Пишите в комментариях, лайкайте, если вам понравилось, было полезно, интересно. Будет очень клево почитать обратную связь и вообще узнать, было полезно и Ну, я думал, она что-то такое расскажет, да, но она такие поверхностные темы взяла, которые повседневные, можно так сказать, которые мы видим каждый день, и чтоб нам хотелось узнать, ну, таких огромных каких-то разниц в том, что она рассказывала. Да, может, просто поверхностное, я думал, какое-то, может, будет задевать какое-то отношение. Если она эту тему не затронула, значит, ее это не коснулось, и это хорошо. М, Пускай только учится и достиг, я так понял, она на медицинском, да, учится. Пускай будет хорошим врачом или на кого там получится. Такие поверхностные темы свои, как у нас в Украине, я рассказал, да, за гостей, там, за одежду, за трамваи, за троллейбусы, за автобусы. У нас старые, очень старые. Такие, что садишься и думаешь, ты доедешь или нет? Или он сейчас где-то остановится и все, придется следующего ждать. Были такие моменты, когда я жил в Киеве, и я сажусь на один, там все сломался, пересаживаемся на второй. Боже, это ужас. Как вспомню, как в шпротной банке ты едешь в этой маршрутке, толпа людей, все прутся. Это ужас. Вот почему я не люблю большие города, когда я не люблю толпение каких-то вот людей, когда ты в метро заходишь, и как просто в каком-то тебя надо, чтобы еще кто-то заталкивал. А если ты еще с сумкой, это просто нереально. Час пик, когда, например, там 8 утра или 9 утра куда-то доехать, это просто жесть. Я даже не хочу в такое время туда ехать, потому что тогда там в метро вообще нереально. Так да, поверхностные темы такие, что что-то... Не, ну интересно, конечно же, было услышать и понять, то как там, как тут, как у нас, как в Казахстане. Очень интересно. Ну, а я дополнил, как в Украине, потому что я здесь живу. Большой рахмет, друзья, всем большой рахмет. Я рад видеть вас всех на моем канале. Обязательно подписываемся, проставляем лайки, прожимаем колокольчик. Видео выходит каждый день. Ссылка на Инстаграм будет в описании под видео. Также подписываемся. До встречи.